Спасти своих свиней Елена Архипкина пыталась до последнего. 3 потраченных на анализы и споры с ветслужбами месяца закончились ничем. Все поголовье, в том числе главный источник дохода, беременную свиноматку, пришлось ликвидировать. На что мне сейчас жить? На пенсию ребенка-инвалида? Мне 5-й десяток. У меня большие льготы по работе, и выходные, и отпуски. Ни один нормальный работодатель меня на работу не возьмет. У Натальи Вдовиной тоже 4 детей. Теперь, когда сараи для поросят опустели, она не знает, на какие деньги будет одевать детишек к новому учебному году. Если я продавала кусок мяса, я на эти деньги бежала в магазин, покупала что-то детям. Ни один богатый человек не занимался хозяйством. Чтобы таскать эти ведра, ходить в калошах. Мы жили этим. А что теперь нам делать? Будем теперь по деревне ходить, песни петь? Пить каждый божий день. Елена Шелдакова пошла дальше своих соседок по несчастью. Чтобы возместить колоссальный материальный и моральный ущерб, она решила обратиться в суд. Хочу добиться справедливости. Я плакала, меня корвалолом отпаивали. Если бы вовремя нас бы осведомили, никакой бы паники такой не было. Юрист Игорь Коконин внимательно изучил документы, предоставленные Елене ветслужбой, и считает, действия в отношении владельцев свиней с самого начала внедрения мер против чумы были незаконными. Никаких дезинфекций, никакого информирования надлежащим образом произведено не было. Принципы профилактики и ликвидации африканской чумы свиней по закону едины для всей страны. Если мы говорим о ликвидации африканской чумы свиней, в первую очередь устанавливается очаг экзотический по данному заболеванию. Далее устанавливается первая угрожаемая зона, которая растягивается в радиусе 5-20 километров от очага. По карте видно, Выкса расположена дальше 20 километров от всех известных очагов чумы, тогда каким образом указ губернатора включил весь округ в границы первой угрожаемой зоны. В этой части, на мой взгляд, указ губернатора, он не обоснован и, соответственно, незаконен. В законность мер против возможной чумы в Выксе поверили далеко не все свиноводы. За неделю ветинспекторы смогли изъять только 150 свиней. Сколько людей в панике зарезали хрюшек сами, неизвестно. В любом случае, юристы говорят, если удастся доказать незаконность действий ветслужб и властей в суде, пострадавшие владельцы имеют полное право на возмещение морального и материального ущерба. Андрей Горелов, Владислав Климов. Для настоящего времени.